Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. И время поговорить о самом важном насущном продукте, о ресурсе, без которого современная экономика жить не может, по крайней мере, на текущий период и в обозримой перспективе. Речь, конечно, о нефти. Отчего такое внимание именно черному золоту? И, кстати, почему нефть так называют? Будем разбираться. Для начала несколько цифр и сведений о нефти и ее востребованности в мире. Это реально на сегодня самое продаваемое сырье в мире. При этом Россия является одним из крупнейших экспортеров черного золота на мировом рынке. Нефть обеспечивает половину энергопотребления человечества. Почему нефть – это черное золото? Начнем с того, что золотым принято называть все, что важно и полезно для человека. Все наверняка знают такое выражение «у него золотые руки» или «у нее золотое сердце». Нефть действительно важный и полезный ресурс, поэтому недаром она ассоциируется с золотом. Нефть определенно имеет схожие черты с этим драгоценным металлом, даже несмотря на то, что нефть жидкая, а золото твердое. И нефть, и золото – это полезные ископаемые, залегающие в недрах земли. Чтобы их найти и добыть, нужно приложить огромные усилия. Причем количество и того, и другого ископаемого ограничено. И нефть, и золото относятся к невозобновляемым ресурсам. Поэтому требуют разумного, взвешенного и бережного отношения. И нефть, и золото обладают большой ценностью. Золото как финансовый инструмент, нефть как источник энергии. При этом и нефть, и золото находят применение в промышленности. Хотя, конечно, спектр применения нефти намного шире. Из нефти или на основе нефти производят самые разные продукты и товары. Кроме традиционных бензина, дизеля, керосина, мазута, это и различные лекарства, ткани, детали мебели, духи, шампуни, удобрения, пищевые красители и многое другое. Как видите, из нефти создают самые неожиданные продукты. Среди них губная помада и подводка для глаз, в состав которых входят пропиленгликоль и красители каменноугольной смолы. Немнущаяся одежда из полиэстера, жевательная резинка, сделанная из природных латексов в сочетании с нефтепродуктами или полиэтиленовых и парафиновых смол. Нейлоновые колготки и аспирин, производство которого начинается с бензола и углеводорода. Так что нефть – продукт супер востребованный, и кому, как не нефтяному Татарстану, об этом знать. Впрочем, почему только нефтяному? Татарстан мы уже смело можем отнести к региону с развитой и современной отраслью нефтепереработки. В центре нашего внимания снова компания «Таиф НК». Именно здесь, в Нижнекамске, производит один из самых качественных бензинов в России. Мы расскажем и покажем, как его производят. Смотрите в этом выпуске реальной экономики. Увеличивая направление переработки и увеличивая количество переработки, мы в принципе снижаем себестоимость добычи нефти. Нефть и бензин. Почему колебания нефтяных котировок мало влияют на цену бензина в России? Иногда говорят, парадокс. Цена на нефть упала, а бензин растет, да? Никакого парадокса нет. Исследование нашей программы. У нас Нижнекамск – это надежная точка и точка надежды, я бы так сказал. Бензин от «Таиф НК». Качество с гарантией. Где и как производят один из лучших бензинов в России. Мы постоянно держим руку на пульсе. Если появятся какие-то новые требования, безусловно, мы будем им соответствовать. Кто и по каким параметрам контролирует качество топлива? Все узнаем и покажем. Технологический персонал весь, который работает на производстве, имеет специальное образование. Без специального образования не принимают. Люди, которые знают свое дело. Работники «Таиф НК» в репортаже реальной экономики. Если нефть, как мы уже тут рассказали, такой востребованный и ценный продукт, отчего же цена на него такая низкая? Вопрос, конечно, немного наивный, но действительно, почему? Много факторов, которые влияют на цену. Тут и бесконечные нефтяные войны, политическая конкуренция, ну и в нашем случае пандемия коронавируса. Эпидемия оказала, можно сказать, самое губительное и непосредственное влияние на нефть и ее котировки.
Спрос на черное золото не просто снизился, он рекордно обвалился. А как иначе, если самолеты не летают, автомобили не ездят или ездят намного меньше, торговые центры, рестораны не работают? Значит, не востребованы и все эти продукты из нефти, о которых мы подробно рассказывали в начале нашей программы. Все мы ожидаем и уже наблюдаем некоторое оживление деловой активности. По мере того, как пандемия будет отступать, будет восстанавливаться спрос, говорят эксперты, в том числе на топливо, различные товары и продукты. В том числе будет восстанавливаться и цена на нефть. Какой будет этот уровень цены, покажет время. Оценки экспертов расходятся, но тенденция в целом понятна. Что касается цены на бензин в России, здесь, как считают аналитики, серьезных колебаний не предвидится. И все дело в том, что прямой зависимости от цены на нефть и цены на бензин в реалиях российского топливно-энергетического комплекса просто не существует. Почему? Давайте разбираться. Когда мы говорим о рынке нефти, впору вспомнить известную фразу «никогда не говори никогда». Колебания цены, спады и подъемы сродни американским горкам, и эксперты к ним привыкли. Объективные обстоятельства также имеются, и сейчас они говорят о том, что никаких причин для еще одного падения цены нет. Скорее, более реально восстановление цены к докризисному уровню одновременно с повышением деловой активности и мирового ВВП. При этом тем, кто ожидает, что и цена бензина в России вслед за нефтью поползет вверх, можно успокоиться. Здесь прямой зависимости нет, ведь не рухнула же цена на топливо вместе с нефтью, по крайней мере в нашей стране. Наши эксперты уверенно заявляют, все это укладывается в логику российской экономики и отечественного налогообложения в этой сфере. Иногда говорят, парадокс. Цена на нефть упала, а бензин растет, да? Никакого парадокса нет. Это нормально в России. Это, например, ненормально в странах, которые покупают нефть. Вот нефть подешевела, они купили подешевле, значит, произвели, и у них нефть, естественно, бензин подешевел. Как бы, да? У нас бензин, вернее, нефть подешевела, как бы, да? Но налоги-то остались, как бы, да? Производство осталось. Как бы. То есть, по сути, цена практически не меняется от того, что нефть подешевела. С другой стороны, она даже может увеличиться. Почему? Потому что государство за счет того, что нефть подешевела на рынке, получило меньше налогов, оно же где-то должно налоги взять, да? Естественно, оно, конечно, налоги берет этими акцизами, НДПИ и всякими такими вещами. Так от чего зависит цена бензина в России, если не от нефти? Оказывается, в гораздо большей степени от налогов и других выплат. Информация абсолютно открыта, ее легко можно найти. В стоимости литра бензина в нашей стране сидят следующие затраты. Налоги в казну, НДС, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, акциз, расходы на переработку нефти на специальных заводах, расходы на транспортировку к месту назначения и на логистику. Прибыль нефтетрейдеров автозаправочных станций. Они тоже должны работать за что-то, иначе их деятельность просто лишается смысла. А теперь внимание. Цена нефти в России также влияет на стоимость бензина, только в стоимости продукта ее вес не более 7%. В розницу бензин поступает уже с оплатой всевозможных издержек, того же акциза и выплат по демпферу, с налогом на добавочную стоимость и добычу полезных ископаемых. Вариантов, подешевеет ли в стране бензин в 2020 году, причем на тот уровень, который хотелось бы потребителю, в России не существует из-за тех выплат, которые должен государству поставщик. В России работает так называемый демпфирующий механизм, который как раз говорит о том, что цена бензина будет стабильна. Это такой вот механизм, который позволяет, так сказать, соблюдать некий такой паритет в цене. В любом случае, какой бы ни была цена на нефть, само ее наличие должно стать главным нашим конкурентным преимуществом, а вовсе не проклятием. Нефть – это востребованный стратегический продукт, если научиться им грамотно пользоваться. А для этого нужно ее перерабатывать, получать новые продукты из нефти, как это делают в последнее время в Татарстане. Увеличивая направление переработки и увеличивая количество переработки, мы в принципе снижаем себестоимость добычи нефти. То есть мы, экспортируя материалы переработки, да, то есть таким образом повышаем экономическую эффективность от той же, допустим, добычи нефти, да, то есть, потому что это очень последовательные процессы. Можно увеличивать экспорт сырой нефти,
когда при высоких ценах, и снижать ее, когда цены на рынке низкие, и таким образом увеличивать количество высокотехнологичной продукции, то есть тоже в том числе и переработки. Да. В Татарстане очень так динамично растет уровень переработки за счет нефтеперерабатывающих предприятий, ТАИФ, НКАТ, которые, можно сказать, одними из таких флагманов в этой сфере, которые обеспечивают достаточно глубокую переработку и получение высококачественных топлив в нашей стране. Если объективно, отрасль нефтепереработки в России одна из наиболее динамично развивающихся, хотя до ведущих стран в этой сфере нам еще далеко. То есть нам есть куда стремиться. Несколько показательных цифр. Россия добывает или до недавнего времени добывала порядка 550 миллионов тонн нефти в год. В 2018 году, по данным Минэнерго России, переработкой нефти и газового конденсата, а также промышленным производством товарных нефтепродуктов занимались 80 специализированных нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих предприятий. Общий объем первичной переработки нефтяного сырья на НПЗ России был на уровне почти 290 миллионов тонн, то есть больше половины от добываемой нефти. Татарстан в год добывает где-то 35 миллионов тонн нефти. Перерабатываем мы уже сейчас 23 миллиона тонн, то есть 2/3. По России глубина переработки нефти по итогам 2018 года составила 83,4%. В 2010 году этот показатель был 70,9%. Таким образом, отмечаем заметный рост. Тем не менее, в США, для сравнения, глубина переработки нефти 90-95%. В странах-членах ОПЕК 85%. В Европе 85-90%. В России также увеличился выход светлых нефтепродуктов с 55,7% в 2010 году до 62,2% в 2018 году. Рост связан с проведением в течение 8 последних лет модернизации НПЗ. ТАИФ НК – один из лидеров российской нефтепереработки. Современное предприятие, отвечающее самым высоким мировым требованиям и стандартам. Давайте узнаем о нем больше. Вот так почти 17 лет назад был дан старт уникальному проекту республики. В тот же период Татарстан сделал еще один уверенный шаг на пути к нефтепереработке. Был заложен фундамент для строительства завода бензинов компании ТАИФ НК, который впоследствии стал одним из главных производств региона. У нас Нижнекамск – это надежная точка и точка надежды, я бы так сказал. Поэтому здесь всегда в ближайшем будущем будет хорошая работа, хорошая загрузка. Я думаю, что хороший уровень жизни достигнем за счет работы. Так и случилось. Весь комплекс завода бензинов ТАИФ НК был построен всего за 2 года. Можно сказать, ударными темпами. Хотя по нормативным срокам создание производства должно было завершиться не ранее, чем через 39 месяцев. Когда началось его строительство, оно началось не на пустом месте. В качестве основного оборудования было пользование оборудования, выведенной из строя установки ИП Нижнекамскнефтехим. И чтобы не пустовала площадка, чтобы мощности и могли использоваться вновь на новом уже процессе, была построена установка каталитического крекинга. Все компрессорное оборудование, значительная часть насосов, систем управления и обеспечения безопасности процессов было закуплено в США, Европе и Японии. Технологические процессы, проектная документация разрабатывались 2 проектировщиками – Московским и Самарским нефтяными институтами. С годами добавились новшества, цеха прошли модернизацию, но основа производства осталась той же. Сегодня всю технологию от и до выдерживают, чтобы получить конечные продукты. Мы перерабатываем газовый конденсат, из него получаем пропан-бутановую фракцию, это сырье для НКНХ. Получаем прямогонный бензин, это сырье для пиролиза этилена. Получаем, керосин, его отгружаем как
в свою продукцию. Дизельную фракцию получаем, но отправляем ее на доведение до качества Евро-5 на НПЗ наше. Вот. И, соответственно, получаем мазут, это сырье для цеха 01 каталитического крекинга. Из него получается в дальнейшем бензин. В 2005 году установка приняла первое сырье и выпустила первую продукцию. А с 2006 года в Татарстане появилась вся гамма топлива от нефтепереработки. И с годами линейка продукции только расширялась. Начав с мощности производства 800 тысяч тонн в год, показатель достиг уже 1 миллиона. Все эти годы мы шли в ногу со временем, постепенно заменяли стандарт Евро-3 сначала на Евро-4. Это было в 2008 году. Вот. И стандарт Евро-4 на Евро-5 это было в 2016 году. Ну и сейчас автомобильный бензин, как и вся, собственно говоря, продукция ТФНК, соответствует европейскому стандарту. С появлением в Татарстане продукции высокого качества расширился и круг потребителей. Сегодня поставки не ограничиваются Россией и странами ближнего зарубежья. Среди покупателей топлива ТАИФ НК – европейские страны. Наше дизельное топливо – это основной экспортный товар ТАИФ НК. Вот, оно в значительных количествах, порядка 2 миллионов тонн, насколько я помню, поставляется каждый год в Европу. Вот, и там, соответственно, европейцы его с удовольствием покупают и ездят на нем. Вот. Крупнейшими европейскими потребителями, как известно, являются экономики Англии и Германии. Собственно говоря, туда и поставляется основная часть дизельного топлива. Бензин производится в основном для внутреннего рынка. На экспорт он поставляется в страны СНГ. Продукция выпускается согласно ГОСТ. Мы всегда его выдерживаем. Если получаем некачественный продукт, мы отправляем его на переработку обратно в первый цех. У нас это второй цех конечный. Мы некондицию не можем выпустить. Сегодня выход бензинов на заводе составляет порядка 50%. Такие показатели достигаются не только за счет увеличения мощностей, но и улучшения технологии, стремления к безотходному производству. То есть из одного и того же сырья стараются получать больше целевой продукции. Что же касается новых продуктов, то в ТАИФ НК отвечают. Мы постоянно держим руку на пульсе. Если появятся какие-то новые требования, безусловно, мы будем им соответствовать. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Финансовые технологии, которые приносят успех. Как этого добиться, расскажем в нашей программе. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И это именно тот опыт, который стоит изучить подробнее. И люди, которые знают свое дело. Они вместе с нами работают на наш общий успех. Как работает реальная экономика. По понедельникам в 22:10. Сегодня в нашей стране производится около 40 миллионов тонн бензина и свыше 80 миллионов тонн дизельного топлива в год. Стоит отметить, что с 1 июля 2016 года Россия перешла на моторное топливо не ниже экологического 5 класса или Евро-5. Этот экологический стандарт задает требования к токсичности выбрасываемых в воздух веществ и утверждает их нормы по содержанию в выхлопных газах. Почему топливо от ТАИФ НК считается одним из наиболее качественных и экологически безопасных? Как и кем контролируется его качество? Подробности в нашем репортаже. Цена-качество – ключевое соотношение в мире бизнеса. Производство бензина не исключение. Поэтому объемы объемами, а качество всей линейки продукции для компании ТАИФ НК имеет приоритетное значение. Весь процесс производства бензина и дизельного топлива находится под строгим контролем. Продукция, не соответствующая показателям, не отпускается потребителю, а отправляется на доработку. А проверяют ее здесь, в специально оборудованной лаборатории. Через ее работников проходит все – от автомобильных бензинов до керосина. За год более 40 тысяч проб. Перед тем, как топливо должно поступить потребителю, оно подвергается лабораторному контролю по 18 показателям. Значит, после этого оформляется паспорт продукции.
на эти данные бензина. Среди показателей, которые контролируют лаборанты, испытания на октановое число, массовую долю серы, содержание металлов и другие. В среднем на полный анализ уходит минимум 8 часов. Помимо готовой продукции в лаборатории проходит проверку и сырье. Это газовый конденсат и вакуумный газоиль. Готовый продукт на анализ поступает со второго цеха после компаундирования. Значит, отбирается продукт в количестве 5 литров, оставляются арбитражные пробы, остальные пробы идут на испытания. Вот. И после этого выводится заключение о показателях и на соответствие продукции данному ГОСТу. За этим здесь следят более 80 человек. Работа организована посменно. Испытательная лаборатория работает круглосуточно, чтобы прием сырья и отгрузка продукции осуществлялись непрерывно. Все кабинеты оснащены по последнему слову техники, чтобы получать результаты точные и достоверные. А вот как проходит сам анализ? Аппарат предназначен для определения фракционного состава бензина. Наливаем в колбу 100 мл пробы, устанавливаем датчик температурного режима и программу, естественно, мониторинг. Вот у нас программа. И нажимаем на старт. И вот начал нагрев. После лаборант химического анализа обрабатывает данные и выдает результат испытаний. На заводе гордятся тем, что за все время работы не было получено ни одной претензии к качеству продукции. Это касается марки и «Регуляр-92», и премиум «Евро-95», и класса «Евро-5». В данном стандарте экологические показатели представлены максимальным содержанием, разрешенным содержанием ароматических углеводородов, не более 35% объемных. Вот. И бензин ТФНК с большим запасом удовлетворяет этому требованию. В наших бензинах содержится порядка 20-23, может быть, процентов ароматических углеводородов. Это, естественно, выгодно отличает наш бензин от продукции основной части российских производителей. Мы уже не раз говорили в нашей программе, главная ценность ТФНК – это не оборудование и технологии. Это люди, носители бесценного опыта и знаний, настоящие профессионалы своего дела, труженики. Однако для руководства компании важно не просто грамотно поставить задачу, обозначить цель для подчиненных. Нужно уметь создать благоприятную рабочую атмосферу. Как это работает на практике, узнаем из нашего следующего сюжета. Даже если производство автоматизировано по максимуму, без участия человека не обойтись. Нужно управлять, следить, контролировать работу сложных систем и оборудования. Операторное на заводе – это мозговой центр, место, где квалифицированные и грамотные специалисты следят за тем, чтобы вся система производства работала четко и слаженно, как часы. С мониторов компьютеров операторы наблюдают за технологическим режимом. Также так называемые полевые операторы работают, наблюдает за процессом по месту. Алексей Шляхов трудится на заводе практически с момента его основания. Пришел как оператор 4-го разряда. С годами вырос до начальника смены. Работу в другом месте уже не представляет. Здесь все устраивает. С коллегами сложились отличные рабочие и дружеские отношения. Плюс хорошие социальные гарантии. Очень даже неплохой социальный пакет. Выдаются полиса, СОГАЗ на профилактическое лечение, ежегодно оплачиваем отпуска, выплата материальной помощи к отпускам. По показаниям медосмотра люди направляются на санаторно-курортное лечение. И это только часть мер, реализуемых как на заводе, так и в целом на ТАИФНК. Чтобы процесс производства шел максимально эффективно и безопасно, всем производственникам закупается спецодежда из огнестойких тканей с антистатическими свойствами. Регулярно отслеживаются шумы, вибрация, влажность и температура воздуха рабочей зоны. При приеме на работу требования к персоналу предъявляются строгие. Обращают внимание на все – на образование, технические навыки, умение работать в коллективе. Технологический персонал весь, который работает на производстве, имеет специальное образование. Без специального образования
не принимаются. То есть это оператор технологических установок, либо товарный оператор, либо слесарь по ремонту технологических установок. Вот. Все, наверное, процентов 50, вот даже в цехе 04, имеют высшее образование, именно связано с технологическим процессом. Помимо этого, работники завода постоянно повышают квалификацию как в своей области, так и в сфере охраны труда. Организуются и конкурсы, где каждый цех может оценить свои знания. За счет предприятия обучения, сдачи экзаменов. Ежегодно проходит конкурс по охране труда. Подразделения, занимающие с 1 по 3 места получают денежное вознаграждение. Если работники хотят улучшить свои жилищные условия, они могут воспользоваться специальными программами. Так, с 2005 по 2019 год в Новоселе справились 773 семьи. Из них 654 получили квартиры по республиканской программе «Социальная ипотека», 119 – в корпоративной дополнительной ипотечной программе. А когда у сотрудника еще и пополнение, ему предоставляется единовременная материальная помощь и государственные выплаты в размере 200 тысяч рублей на погашение части ипотеки. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.